вот, судя по всему, тоже поезд Rail Baltica ждет, а он все не идет и не идет. Ja mēs izējām no pozīcijas, ka mēs šobrīd jau savu vērtējumu slikti, tad mēs varam prasīt, kāpēc mums tā ir sanācis. Но если вы, услышав это, подумали, что я вам сейчас буду рельсы показывать, то нет, попридержите свои поезда. We're looking in Latvia at a more significant delay than in the other states. Nav nekāda drāma, tad, kad mēs varēsim atsākt Rīgas logu būvniecību, tad mums būs saglabāta esošā инфраструктура. Ой, ну, мы-то на своем веку уже никуда на Rail Baltica не поедем. В 2026 году вы сможете по Rail Baltica доехать из Риги в Таллин за 2 часа, а от центрального вокзала в Рижский аэропорт вообще за 10 минут. Вот такую жизнь нам всем обещали около 8 лет назад. И если вы каким-то образом смотрите нас в 2018, то могу вам проспойлерить из 2026. По Rail Baltica в этом году вы сможете поехать разве что на этом. Меня зовут Эмилия Гаспарян, и это мой первый кейс. А это оператор моего первого кейса Артем. И как вы, наверное, уже догадались, кейс будет про Rail Baltica. За последние годы вокруг этого проекта железнодорожной магистрали, которая должна соединить столицы балтийских стран, происходило столько всего, что одного кейса мне бы точно не хватило. Пришлось бы снимать 2-часовой фильм. Все, что можно и нельзя, дорожало. Все, что можно и нельзя, менялось. Все, кто мог, спорили и перекладывали ответственность друг на друга. Но то, что я могу и хочу сделать, это зафиксировать то, где мы находимся сейчас. Начало 2026-го. Что построено, что не построено, что сделано, что еще не сделано, а что должно быть сделано в ближайшее время. И когда мы все-таки сможем поехать от центрального вокзала в аэропорт за 10 минут. И сможем ли вообще? Но перед тем, как мы начнем, я хочу попросить вас поддержать нас, подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить ни одного нашего выпуска, ну и поставить лайк этому кейсу. Ну что, поехали, погнали, покатились. То, чего не сделает Rail Baltica в ближайшее время. Ну и чтобы далеко не ходить, давайте здесь начнем, а потом прокатимся по остальным строительным объектам Rail Baltica. Это мост никуда. Ну, точнее, это сейчас это мост никуда, а вообще это должен был быть новый мост длиной в километр с 2 железнодорожными линиями и полосой для пешеходов и велосипедистов. Ну, на начало 2026-го зафиксируем, чем богаты. Пару опор, пролеты и все. Денег, чтобы достроить мост, нет и в ближайшее время не будет. О том, что денег не будет на то, чтобы достроить мост, было известно уже тогда, когда его начали строить. 24. gada decembrī tika pieņemts ministra kabineta lēmums par pamattrases pirmās fāzes prioritātes noteikšanu kā numur 1 un Rīgas cilpas būvniecības darbus pārlikt uz 2. fāzi. Un tajā brīdī, kad tika pieņemts lēmums par šo pirmās kārtas definīciju un ko mēs atliekam uz 2. kārtu, tad automātiski, protams, ka mums bija jāpārskata iespējas, kā mēs vispār varam finansēt to, kas ir palicis Rīgas centrālajā daļā. Esošās tiltu konstrukcijas ir uzbūvētas Eiropas instrumentu struktūra fondu ietvaros, kas bija pieteikts ar konkrēti definētu tehnisko mērķi, kas ietver arī šī Daugavas tilta balstu būvniecību. Un tajā laikā varēja izšķirties, protams, nebūvēt šo, bet tajā laikā nebija zināms, ka nebūs naudas visam tvērumam. Varēja izlemt, ka mēs šo nebūvējam, tātad šīs Eiropas instrumentu struktūra fonda naudas mēs būtu zaudējuši. Tiltu pār Daugavu nebūvē, šobrīd nav tāds plāns. Un tas visdrīzāk tā paliks līdz 30. gadam vai līdz brīdim, kad būs pieņemts kāds cits lēmums. Tad, lai šī būve tiktu saglabāta labā kondīcijā un to varētu turpināt būvēt, tad, kad tas būs iespējams, tā ir jāiekonservē. Mēs esam šobrīd lēmumu priekšā
par to, kādā scenārijā mēs šo konservāciju veicam. Mums ir patreiz 3 scenāriji. Viens ir tāds ļoti īsam termiņam paredzēts scenārijs, un 3. ir ļoti ilgam termiņam. Vairāk kā 20 gadi tad varētu tāda būva stāvēt. Protams, monitorējot, bet tad varētu gaidīt kaut kādus labākus laikus, lai šo tiltu būvniecību turpinātu. Un tad par to jāizdiskutē un jāsaprot, kur ceļu mēs ejam. Visdrīzāk tas nebūs īstermiņa risinājums, tas būs оптимальный risinājums, у нас 5 года. Женщина, вот, судя по всему, тоже поезд Rail Baltica ждет, а он все не идет и не идет. Проще говоря, самая главная проблема в том, что Латвия на первоначальном этапе строительства Rail Baltica строила инфраструктуру именно в столице для так называемой Рижской петли, которую мы вообще-то сами и придумали и сами включили в проект. Потому что изначально основная трасса Rail Baltica Рижскую петлю не предусматривала. Это я сейчас о латвийском правительстве и министрах. Но приоритеты поменялись. Сейчас самое важное – это построить основную трассу. Только вот мост в никуда – это не единственный объект, который начали строить в рамках Рижского кольца Rail Baltica. Станция на центральном вокзале. Мы видим, что вокзал в целом принимает такие новые очертания. Крыша, фасад. Строители работают. Символично, что, наверное, самый лучший вид на эту стройку открывается с Министерства сообщения. Главный вопрос – заработает ли в скором времени новая станция на центральном вокзале? Ēkas ārējais veidols tiks pabeigts, jā, bet visas telpas, kas tajā ēkā ir, netiks funkcionāli izmantotas. Tas 3. stāvs noteikti nebūs pieejams, jo nebūs nodrošināta piekļuve tam stāvam. Tur ir virkne lietām, kas ir optimizētas, bet vienlaikus, lai šī ēka būtu pieejama pasažieriem, tad, kad varēs palaist dzelzceļa satiksmi. Tad būs uzējas uz peroniem, attiecīgi noejas no peroniem, un pasažieru apkalpošana būs iespējama. Ēku mēs pabeigsim šogad, tad turpināsies darbi tad uz estakādes. Ir jāsaliek elektrifikācijas lietas, signalizācija, lai dzelzceļa satiksmi varētu nodrošināt. Un tas būs, es domāju, 8. gads, kad tur varētu atvērt vaļā staciju pasažieru apkalpošanai. Так, смотрите, от центрального вокзала Rail Baltica, правда, пока только моя персональная, ведет в Рижский аэропорт. По крайней мере, должна. Сейчас эта станция выглядит вот так. Тут ведутся работы, есть рабочие. Кстати, только что буквально пробегала лиса. Не знаю, хорошая это примета или плохая. Может, кто-то знает, напишите в комментариях. И вообще здесь должно быть 2 направления. Одно направление в центр Риги и второе в Марупе. Давайте начнем с направления в центр Риги. 29. gadā Rīgas centrālā stacija būs savienota ar lidostas staciju. Tiks izbūvēts jauns atzars no stacijas Imanta līdz lidostai Rīga. Lidostas Rīgas Rail Baltica stacijas ēka būs pabeigta pieejamā finanšu ietvarā, nodrošinot galveno funkcionalitāti, un šī stacija būs lietojama. Respektīvi, 29. gadu mēs sagaidām, ka iedzīvotāji varēs no Rīgas centrālās stacijas ar vilcienu satiksmi pa esošajām platuma sliedēm, izmantojot Latvijas dzelzceļa infrastruktūru, nokļūt lidostā Rīga. Un arī ar esošiem vilcieniem. Ne ar jauniem Rail Baltica, bet ar Škoda vilcieniem. Jā, ar esošajiem vilcieniem nokļūt lidostā Рīga. А вот с направлением в Марупе дела обстоят похуже. Дело в том, что сейчас это не является приоритетом и в ближайшее время не будет приоритетом. И вот когда правительство принимало решение поделить Rail Baltica на очереди, какие участки являются приоритетом, а какие нет, часть работ по направлению в Марупе уже была заказана и фактически выполнялась. Ничего не напоминает? Mārupas virziens tiek arī apturēts. Būvniecība tiek pabeigta tik tālu, cik mums bija pasūtīti materiāli. Tad, lai šos materiālus neiet zudumā, nokraut laukā, viņus nav nekāda jēga. Tad labāk tos izvietot uz estakādēm un tad to Mārupas posmu arī aizvērt ciet uz kādu laiku, līdz tiks lemts par tālāko Rīgas loku attīstīšanu. Tad tas pats liktenis, ka pagaidām tam tiltam. Tas nav liktenis, tā ir lēmuma cena. Tad Latvija šobrīd, vispār arī Eiropas komisija ir izvirzījusi par prioritāti finansēt pamattrasi. Tad visi akcenti šobrīd ir pamattrases būvniecībā.
Es negribētu šo te konservēšanu kā tādu dramatizēt. Tas ir nepieciešams normāls process konkrētiem lēmumam. Ja? Nav nekāda drāma. Tad, kad mēs varēsim atsākt Rīgas logu būvniecību, tad mums būs saglabāta esošā infrastruktūra, jā, kura netiek pagaidām izmantot, bet to varēs turpināt būvēt, un tā būs tādā kondīcijā, ka tur nevajadzēs papildu investīcijas, lai tagad pārbūvētu vai renovētu vēl kaut kādas citādas lietas darītu. Ja? Līdz ar to tā konservācija ir absolūti nepieciešama, normāla praksa. Ну и раз в приоритете у нас сейчас основная трасса Rail Baltica, то давайте же поедем и посмотрим, что там происходит. Мы под Эцевой. Именно здесь для Латвии началось строительство основной трассы Rail Baltica. Но если вы, услышав это, подумали, что я вам сейчас буду рельсы показывать, то нет, попридержите свои поезда. Перед тем, как прокладывать рельсы и строить платформы, нужно провести очень много подготовительных и строительных работ. Вырубить деревья, проверить землю, территорию, нет ли здесь каких-то не разорвавшихся снарядов. В общем, земляные работы, внутренняя инфраструктура, куча всего. И вот те строители и инженеры, которые, собственно говоря, здесь этим занимаются, они работают вот отсюда. Была построена специальная такая база для них. Это, такой мозговой центр для южного участка трассы от Мисы и до границы с Литвой. Ну и если вы вдруг переживаете, то не переживайте. Пока что здесь только мои следы, но рельсы тоже будут. Прямо здесь, вот отсюда и туда. Šobrīd būvniekam ir nodoti 30 ar kaut ko kilometri, 31 ar 11 plus 19 kilometri. Tā teritorija, kurā būs pamatrasa, ir vietām aplūdusi, tad tur ir jātaisa notekūdeņu grāvi, meliorācija, jāgatavo fundaments, lai varētu likt uzbērumu pamatus iekšā. Tagad tas ir darbs, kas ir šobrīd veicams un notiksies visu šo gadu. Tur dažādas vēl citas būves pa ceļiem jāuzbūvē, pārvadi, ceļi, palīgi ceļi, ļoti plaša infrastruktūra, ap kuru tur notiksies rosība. Ja? Pirmajā cēlienā mums jāuzbūvē ir apakšstruktūra, un tad tikai uz tās liks virsū sliedes. Ja? Un pašu sliežu ieklāšana ir ātrāks process nekā visa šī te uzbērumu un ar to saistīto elementu būvniecība. Kā lielākā daļa laika aizies tieši šim, un profesionāļi saka, ka var ielikt sliežus ceļus kilometru dienā. Следить за прогрессом стройки Rail Baltica можно на сайте railbaltica.org. Тут вот есть такая карта, давайте посмотрим. 3 страны – Латвия, Литва и Эстония. И вот синим тут выделены места и участки, где начались или выполняются строительные работы. Но мы видим, что в случае Латвии синим как раз выделен участок основной трассы под Эцевой, где начато строительство, и обведены синим станции на центральном вокзале и в аэропорту. У Эстонии синего цвета побольше, практически вся основная трасса уже синим отмечена. В Литве по сравнению с Эстонией синего поменьше, по сравнению с нами все равно побольше. Чем не повод узнать, что там у соседей с Rail Baltica? When we're speaking about connecting Estonia with passengers towards Latvia, then there we have actually all the contracts signed. We have over 100 kilometers under construction with conventional contracts, where we actually will finalize the build of the embankment in 2026, 2027. So the progress is visible. Everyone knows that we are constructing. They can feel it. They can see it. And we have from Tootsi to Pärnu, and from Pärnu to Latvian border, we have alliance contracts where we actually have also started some pre-works already to get the access roads to the site, build the ditches and so forth. And even close to Latvian border, we are already deforesting the mainline part. So we are progressing quite well. Then regarding all kind of terminals and those kind of parts, then Ülemiste area, we have Linda terminal, which will be the international passenger terminal. There we have contracted our contractors to do the terminal. It will be ready in the end of 2028 already.
and all the overpasses from Tallinn to Pärnu basically have been built as well. So we didn't start with Ülemiste terminal or Linda terminal, for example. So we really started with activities which we could do and which are really necessary for the project. So in that sense, we haven't built anything which are not useful. В Литве ведется строительство участка протяженностью 114 километров между Каунасом и Паневежесом. На наиболее развитом участке 8,8 километра уложены рельсы европейского стандарта. На участке от литовско-польской границы до Каунаса, это почти 100 километров, ведется проектирование железнодорожной линии Rail Baltica с целью модернизации существующей линии. Объявлен открытый конкурс на проектирование участка Паневежес-Литовско-Латвийский приграничный участок 54 километра, где начало проектных работ запланировано на этот год. Импульс, достигнутый в строительстве основной трассы в Литве, очень значим и обнадеживает. Однако важно подчеркнуть, что Rail Baltica – это совместный международный проект, в котором неотъемлемой частью является тесное сотрудничество между странами-участницами. Разница в национальном законодательстве и подходах к реализации объективно привели к разным уровням прогресса в 3 балтийских странах. Хотя в Литве в настоящее время ведутся значительные работы по возведению насыпи и уже проложены участки железнодорожных путей, показателем успеха станет общий прогресс, достигнутый каждой страной к завершению проекта. Ну и, конечно, во всех странах Балтии отмечают, прогресс строительства будет зависеть и от финансирования. Сколько денег даст Евросоюз и на что, сколько выделят сами страны-участницы, сколько средств есть, сколько не хватает, сколько еще понадобится, подсчеты у всех разные. Но есть в них что-то общее, измеряются они далеко не в сотнях и не в тысячах. Ну еще раз зафиксируем, рельсы начали класть пока что только в Литве. При этом исполнительный директор и председатель управления RB Rail Марко Кивила говорит о том, что, конечно, для такого нашего среднестатистического обычного глаза прогресс заметно виден в Литве и в Эстонии. Но очень много работ остается за кадром, и стоит учитывать то, что, во-первых, в каждой стране разные законы, ну а во-вторых, каждая страна принимала свой план по строительству и расставляла приоритеты немножко по-разному. Of course, the countries are different. First of all, due to the difference in the legal side of how construction is organized, permitting is organized, land expropriation is organized, there is a different practical way of implementing of the project in all 3 states. And this has had an impact also on the construction speed. So I can take as a very concrete example that I think has been talked about before also in Latvia. In Estonia, you can get a building permit and go through all of the official approvals just by a pre-design phase only, not even master design. So this is under law. You do not need full detailed technical design. In Latvia, it's completely opposite. You need full detailed technical design to go through the permitting process and to get third-party approvals. So there's a kind of depends on how you want to look at it, who's first in terms of construction. The project is, of course, subject to many different parameters. So, for instance, I can tell for the benefit of Latvia, when it comes to design readiness, you could actually say that Latvia is the furthest in design development for the main line because, contrary to Estonia and Lithuania, Latvia's design contracts all stand as they were signed in 2019 and 2020. Would you say that in the year of 2030, it's still real for the main line to be up and running? The 2030 calendar, the way it was devised initially, even 2 years ago, as a reaction to the delays that happened versus the initial project of 2026, is a highly technical calendar. It means that it has been compiled under the assumptions that there are no constraints in terms of financing and no constraints in terms of market capacity and construction force availability.
there has therefore always been a significant risk of delay for this 2030 target because it's a scenario that is extremely optimal. It has no buffer for any mistakes. 2 years in, after we have developed this target date and schedule, I would say that it is very difficult to reach this target for all 3 states. The delay will be different country by country. I would say it's quite feasible that Estonians can integrate Tallinn and Pärnu by 2030. And Kaunas and Panevėžys will be operational around that time as well. And if in Lithuania we make use of the existing railway between Kaunas and the Polish border, you could have trains operating in these states by 2030. Latvia is the most challenging to reach this target of 2030. There are numerous reasons. Some of them I already explained. Of course, the quest for reaching and finding savings for cost, they come at a price which is the time that it takes to find these savings. So therefore, we're looking in Latvia at a more significant delay than in the other states in terms of the whole integration of the project. Я же говорила, что из здания Министерства сообщения самый лучший вид на стройку Rail Baltica на центральном вокзале. Ну, как видите, не соврала. Kāpēc mums tā sanāca? Ja mēs izējām no pozīcijas, ka mēs šobrīd jau savu vērtējumu slikti, tad mēs varam prasīt, kāpēc mums tā ir sanācis. Mēs esam izvēlējušies citu stratēģiju vai attīstību projektā pēc būtības. Arī lietuviešiem un igauņiem ir savi izaicinājumi. Un mums visām 3 Baltijas valstīm mērķis ir viens. Mums ir skaidri mērķi uzstādījums un noteikumi. Un nav tā, ka kāpēc mums tā sanāca. Mūsu prioritātes un stratēģijas tajā laikā bija vairāk koncentrētas uz Rīgu, uz Rīgas centrālā punkta, teiksim, tādu izbūvi, aktivizēšanu. Turpretī lietuvieši un igauņi koncentrējušos savus spēkus vairāk uz, teiksim, pamatrasi. Mēs varam skriet šos sprintus, kurš ātrāk noskries pirmos 100 metrus, bet atceramies, ka Rail Baltica ir ilgtermiņa projekts, tas ir maratons, kas ir jāskrien, un mums visiem ir skaidrs, ka mums maratons ir jānoskrien. Ну, как-то так. Вот что имеем на начало 2026 года. Я вот вернулась в то место, с которого начинала этот кейс, правда, уже без поезда. Ну, он мне в ближайшее время и не понадобится. Rail Baltica — это, конечно, знаете, такая тема, вокруг которой постоянно всплывают какие-то новости. Мы вот пока этот кейс снимали и обсуждали консервацию вот этого путепровода или моста, называйте как хотите, выяснилось, что эта самая консервация может обойтись в сумму примерно от 300 тысяч евро и до 550 тысяч евро. Такой отчет подготовили Eiropas dzelzceļa līnijas. Министр сообщения Антишвинка этот отчет изучил и заявил, что там много предположений и оценок. Нужен четкий план, поэтому призвал отчет о расходах уточнить. Ну, вот как-то так. И если вы, это те люди, которые в комментариях обычно пишут, кто же за все это ответит, и ищут виноватых, то, ну, вы не единственные. Много кто ищет, кто-то, может быть, даже уже и нашел. Напомню, еще в 2024 году комиссия Сейма по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта Rail Baltica, после 6 месяцев работы и более 50 опрошенных свидетелей, среди которых были бывшие и нынешние министры, утвердила свой окончательный отчет, в котором назвала политических виновных. Вина каждого должностного лица была подчеркнута одним из 3 цветов в соответствии с уровнем ответственности – красным, оранжевым и желтым. Назову тех, кого политики тогда посчитали политически наиболее ответственными. Красным цветом выделены те, кто должен был быть вовлеченным в проект, должен был принимать решения, и отсутствие этих решений имеют последствия. В этой группе экс-премьер Krišjānis Kariņš, экс-министр сообщения Tallis Linkaits и на тот момент еще действующий министр сообщения, а сейчас уже тоже бывший, Kaspars Briškens. Ну а совсем недавно о том, что кто-то должен понести ответственность, например, за недостроенные опоры моста Rail Baltica в центре Риги, заявила и премьер.
Es pilnīgi piekrītu, ka tur ir jāuzņemās nevienam atbildība par to, kādā veidā šis projekts ir vadīts, jo projektu vada gan Eiropas dzelzceļa līnijas, gan RB Rail, gan satiksmes ministrija, kur ir bijusi ilgstoši atbildīga par šo projektu. Un ir ļoti daudz menedžeru bijuši šajā projektā, projektu vadītāji, kur ir saņēmuši konkurētspējīgu un labu atalgojumu. Un es domāju, ka arī viņiem ir jāspēj izskaidrot, kāpēc ir radušies šādi lēmumi. Ну, юридически виноваты, кстати, ищет и Генпрокуратура. Там сейчас находится уголовное дело по Rail Baltica. И там нам сказали, что сейчас происходит такая активная стадия расследования. Поэтому как и когда дело продвинется дальше, пока что неизвестно. Ну и пока я тут окончательно не замерзла, закончить этот кейс я хочу вот чем. У меня с моим молодым человеком есть такая inside joke, когда мы проезжаем мимо какого-то объекта стройки Rail Baltica или когда просто говорим о Rail Baltica, мы с ним всегда говорим о том, что ой, ну мы-то на своем веку уже никуда на Rail Baltica не поедем. Мне и моему молодому человеку еще нет 30 лет, поэтому надеюсь, что это так и останется только inside joke.